Здравствуйте. Эпитет обстановки на сегодняшний день, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев издал указ, по которому режим повышенной готовности был продлен по 15 июня 2021 года. По состоянию на текущие сутки в республике выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице республики выявлено 64 случая. Уменьшается количество случаев в Мегино-Кангаласском улусе, их 8 случаев, но увеличивается количество случаев в Амгинском улусе, 6 случаев. В Вилюйском улусе зарегистрировано 4 случая, а в Верхоянском, Мирнинском, Усть-Алданском по 3, в Горном Чурапчинском 2 случая, в Алайховском, Кобяйском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском по 1 случаю. Все больные находятся на лечении в учреждениях здравоохранения, на амбулаторном или стационарном лечении. Необходимо обратить внимание на то, что количество лиц на стационарном лечении сегодня увеличивается. Увеличивается в том числе и за счет тяжести заболевания, которое сегодня представляет себе новые случаи коронавирусной инфекции. За сутки нами проведено 1682 исследования, и уже с начала пандемии в республике сделано 1 119 901 тест на новую коронавирусную инфекцию. Действующие лаборатории позволяют нам осуществлять непосредственно контроль через тестирование за гражданами, которые являются контактными лицами вокруг заболевших граждан. На 31 мая 2021 года в республику уже поступило 198 454 дозы вакцины против коронавирусной инфекции в ближайшее время. Мы ждем поступления еще дополнительной партии вакцины. В республике, в поликлиниках города Якутска, в Хангаласском районе и Мегино-Кангаласском районе представлены все 3 вакцины, которые сегодня имеют регистрационное удостоверение на территории Российской Федерации. Первую вакцину на территории республики уже получили 164 699 человек, вторую вакцину 110 304. Использовано сегодня из всей поступившей вакцины 83% от общего количества вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что у нас начинается сезон летних отпусков, в связи с чем уже главы района обращают внимание на то, что в районы начали приезжать дети. Безусловно, дети как были, так и остаются основными переносчиками возможного заболевания как такового. В связи с этим всем поликлиникам на местах, центральным районным больницам в районах, а также врачам, соответственно, в фельдшерских, акушерских пунктах, врачебным амбулаториях дана установка предложить родителям, а также бабушкам и дедушкам, к которым непосредственно приезжают дети, вакцинироваться в первоочередном порядке для того, чтобы не омрачить отпуск, который непосредственно ждет всех в ближайшее время. Кроме того, обращаем ваше внимание на необходимость вакцинирования семей беременных женщин и женщин-кормящих, соответственно, для того, чтобы оберечь их и, соответственно, в целом, чтобы беременность протекала нормально и ребенок родился здоровым. И, конечно же, обращаем ваше внимание на то, что продолжается вакцинация пожилых граждан. В пятницу прошло заседание оргкомитета Игоря Манчара, на которых была поставлена задача о необходимости ускоренной вакцинации жителей Горного района для того, чтобы у них возник непосредственно и коллективный иммунитет для приема игр в том объеме, который долго ждали, и, соответственно, очень хотелось бы, чтобы в Горном эти игры прошли. В связи с чем в Горный район направлена дополнительная партия вакцины. К сожалению, пока темпы вакцинации в Горном районе желают лучшего, поэтому призываем жителей Горного района и всех участников игр Манчары на пункты вакцинации. Кроме того, обращаем внимание всех членов команд, работающих на играх Манчары, начиная от спортсменов, заканчивая организатором, а также те, кто в них участвует. Обязательная вакцинация является условием участия в мероприятии.